эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Вертолет доставил в Якутск 20 детей из затопленных сел Верхоянского района. Ребята отдохнут в лагере «Энергетик». Правительственная делегация во главе с полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым посетила кадетскую школу-интернат, где сейчас проходят учебно-тренировочные сборы. Уже третий год подряд в Амгинский район приезжают мобильные хирургические бригады. За это время выездная форма работы доказала свою эффективность. Правительственная делегация во главе с полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и главой республики Айсеном Николаевым посетила кадетскую школу-интернат, где сейчас проходят учебно-тренировочные сборы «Старт к вершинам». Полпред оценил работу республики по военно-патриотическому воспитанию как полноценную. По его мнению, профильные проекты реализуются в нашем регионе в полном объеме. Глава региона, в свою очередь, отметил важность таких сборов для формирования у ребят дисциплины, командного духа и готовности служить отчизне, а также подчеркнул, что поддержка кадетского движения остается одним из приоритетов региональной политики. Очень важная задача, она не может быть не решена для того, чтобы наша страна все-таки развивалась и шла вперед. Вот время показало, что вот как раз те ошибки, которые были в 90-х годах, они сегодня дают очень такой серьезный негативный сигнал, на который мы как государство обязательно должны прореагировать и в будущем, наоборот, еще усиливать больше как раз внимания вопросам патриотизма. Не забыли и про полигон «Сулус», который выходит на международный уровень. Турнир по стрельбе на дальние дистанции пройдет в этом году в новом статусе. Юрий Трутнев и Айсен Николаев обсудили работу полигона, который уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для подготовки снайперов и проведения соревнований по стрельбе на дальние дистанции. Это позволит привлечь участников из дружественных стран, повысить уровень состязаний и укрепить репутацию площадки как одного из ключевых центров стрелковой подготовки на Дальнем Востоке. Сегодня заявились 4 страны. Мы посмотрим, если, скажем, коллеги подтвердят свои заявки, то мы их, конечно, пригласим. Обсуждались вопросы того, чтобы турнир действительно соответствовал статусу международный, чтобы все это было подготовлено как для наших бойцов и спортсменов, так и для наших гостей. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России доставил в Якутск детей из сел Дулгалах и Сордах Верхоянского района, пострадавшего от дождевого паводка. На борту 20 детей, 1 сопровождающий. По прибытии 2 ребят забрали встречающие родственники. Программа смены включает познавательные занятия, образовательные лекции и творческие мастер-классы. Прошедшие интенсивные осадки в Якутии вызвали массовые дождевые паводки в июле. Были затоплены села, деревни и дороги по всему региону. Наиболее сложная ситуация в Сунтарском и Верхоянском районах. О последствиях паводка в сюжете далее. Многодневные проливные дожди привели к резкому подъему воды в малых реках и притоках республики. В основном пострадали Намский, Ленский, Сунтарский, Верхоянский, Абыйский и Момский районы. Там потопило сотни жилых домов, дворовых участков, дорог и сенокосных угодий. В этом году обильные дожди сильно повлияли и на заготовку кормовой базы для скота. Министерство сельского хозяйства республики проводит предварительный расчет общего ущерба. Давно у нас в Ленском районе не было таких явлений. Сейчас в этом году. И в основном пострадали сенокосные угодья, это в поймах реки Лен и островах. Картошка полностью все уже в основном, как говорится, уже непригодная. Те наслега, где мы имеем большое поголовье крупнорогатого скота и также лошадей. Для сравнения с прошлым годом у нас на 21 июля 2025 года было скошено порядка 1200 гектаров и заготовлено порядка 1600 тонн сена. На сегодня, конечно, видим большую разницу, и понятно в связи с чем. В результате высокого уровня воды на реках в Верхоянском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Паводок нанес значительный ущерб селам Сайды, Сордах, Томтор и Боронук. Это больше 200 дворов и более сотни жилых домов. Из пострадавших поселков было эвакуировано более 30 жителей. Практически 70% было затоплено жилого фонда. Также у нас имеются подтопленные социально значимые объекты. По сенокосному угодью 100% затоплено, тоже здесь есть определенные сложности.
Сегодня туда направлены дополнительные силы спасателей и проводятся работы по спуску воды с территорий. Под угрозой находятся еще 2 населенных пункта – Верхоянск и Батагай. Вместе с этим землячество района организовывает активный сбор гуманитарной помощи для пострадавших. В пункте сбора помощи по улице Орджоникидзе 10 собирается гуманитарная помощь и строительные материалы, адресная помощь, и финансовые средства тоже собираем. Да? От имени жителей Верхоянского района и землячества убедительно просим население нашей республики присоединиться к сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Верхоянского района. Каждый неравнодушный житель республики может помочь и внести свой вклад к сбору гуманитарной помощи в городе Якутске, а денежные пожертвования можно отправить по QR-коду на экране. В некоторых районах республики все еще прибывает вода и остаются риски подтопления. Спецслужбы продолжают мониторинг во всех паводковых зонах. Диана Антонова, Якутск. Газовая служба Верхневилюйского района проводит ремонтные работы. В этом году по социальной газификации заключено 36 договоров, из них 20 со строительно-монтажными работами с выведением стояка. Также по техприсоединению есть 5 объектов. Работы планируются на август и сентябрь. Сейчас устраняются мелкие проблемы, которые накопились в зимнее время. Все 6 объектов с времянками справят уже сегодня и завтра. По программе децентрализации котельных ГУП ЖКХ в этом году на первом этапе. Сейчас на техприсоединение тоже договор заключили с 9 абонентами, то есть планируется строительство 9 котельных. Тоже строительные монтажные работы будут в августе. До начала отопительного сезона все котельные должны запуститься. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить размер индивидуального пенсионного коэффициента с 1,8 до 3,6 баллов за каждый полный год ухода за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом. Кроме того, ЛДПР предлагает изменить порядок досрочного назначения страховой пенсии для опекунов-инвалидов с детства. Сейчас пенсионный возраст для них снижается на 1 год за каждые 1,5 года опеки. Партия предлагает засчитывать этот период по принципу год за год, без применения понижающего коэффициента. Как отметила депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева, сейчас за каждый год ухода за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом государство начисляет гражданам 1,8 пенсионного балла, вне зависимости от продолжительности ухода и тяжести состояния человека, нуждающегося в помощи. Предлагаемые изменения позволят частично компенсировать гражданам потерю трудового стажа и заработка, связанную с необходимостью постоянного ухода за детьми-инвалидами и инвалидами первой группы. Уже 3-й год подряд в Амгинский УЛУС приезжают мобильные хирургические бригады. За это время выездная форма работы доказала свою эффективность. Жители района получают современную специализированную помощь на базе родной больницы, избавляясь от необходимости ехать в столицу. Как отмечают медицинские работники, в последние годы значительно расширился перечень оперативных вмешательств. Если раньше выполняли 2 вида операций, то сегодня 5. Впервые в Амгинском районе на базе районной больницы проведено эндопротезирование коленного сустава. Операции у нас варикозы, травматологические это протезы, хирургические это холецистомии лапароскопические и нос перегородки, септа называется. Так, гинекологические операции тоже делаем. Травматологические, конечно, протезы это всегда сложные. Мы отсеиваем, приготовили больше 100 человек, по-моему, но из них мы выбрали, потому что там есть и своя сопутствующая патология. В Вилюйском районе возобновились работы по квартальной застройке в рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья. В 2024 году строительство 6 многоквартирных домов на улице Федора Бубякина было приостановлено вследствие невыполнения обязательств подрядчиками. В результате контракты с указанными компаниями расторглись, что вызвало необходимость поиска новых подрядчиков и пересмотра графика реализации проекта. Благодаря совместной работе администрации района, города, правительства и Минстроя процесс строительства был успешно перезапущен в этом году. Приступили к работе к 2 домам, 2-подъездный и 1-подъездный дом. Материал все заводится. Ждем, сейчас сегодня еще материал приедет. Люди завтра, надеемся, уже будут здесь. Домики. У нас все готово. У нас в этом году только
коробку поднимать и кровлю закрывать. А следующий год, декабрь месяц, уже сдача идет. В Мегино-Кангаласском районе в селе Майя со стороны администрации села был выделен участок под детскую площадку ТОС-мелиораторов. В 2024 году они выиграли грант главы республики «Спорт и отдых для всех» на сумму 839 тысяч рублей. В рамках проекта были работы по капитальному ограждению вокруг территории участка металлическими трубами, а также установили оборудование детской площадки. Так как участок большой, ТОС-мелиораторов решили участвовать и в фонде президентских грантов уже на дополнительное оборудование. В рамках этого проекта приобретены воркаут-площадка, волейбольное и баскетбольное оборудование, спортивные инвентари, адаптированные для пожилых людей. Проект предназначен для разновозрастной категории жителей, то есть от малого до пожилого возраста. Главной целью этого проекта является создание условий для подвижной и активной жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в целях их оздоровления и реабилитации, а также пропаганда здорового образа жизни. В республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Трудовой мигрант». На днях документы граждан, приехавших на работу из-за рубежа в Чурапчинский район, проверили сотрудники Центра занятости и отдела полиции. В настоящее время в районе работает 28 мигрантов. В ходе профилактического мероприятия было обследовано 2 объекта. Данное мероприятие является частью систематической работы по обеспечению прозрачности рынка труда и защиты прав работающих граждан, как российских, так и иностранных. Мы 10 человек работаем в этом садике. У нас документы все в порядке. Вот по зарплате карты есть у нас. По закону Российской Федерации работаем. Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными. Депутаты отметили, сейчас в общих залах ожидания зачастую отсутствует место, где можно дать питомцу воду, заменить пеленку или наполнитель, привести в порядок переноску или провести необходимые санитарные процедуры. Использование для этих целей пассажирских туалетов, коридоров и общих залов создает неудобства для других посетителей и не обеспечивает подходящих условий животному. Это были все новости к этому часу. До встречи.